Эфир. И сегодня в Казани завершается 28-й международный фестиваль балета имени Рудольфа Нуриева. В оригинальном гала присутствуют номера из классического репертуара, модерна и неоклассики. Кроме того, состоится европейская премьера номера на музыку автора саундтрека к фильму «Амели» Яна Тирсона. О других акцентах гала-концерта в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. На гала-концертах всегда происходят открытия и встречи со старыми знакомыми. Один из долгожителей нуриевских фестивалей, в прошлом киевский премьер, ныне ведущий солист Мариинского театра Денис Матвиенко, через 2 года отметит 20-летие контактов с Татарстанским театром. Немало хроники сохранилось и в наших архивах. Сегодня Денис Матвиенко участвует в сцене из популярного советского балета «Пламя Парижа», рассказывающего о французской революции. Мое первое выступление как приглашенного артиста было именно в Казани. Это было в 1998 году. Я впервые сюда приехал, как, скажем, не звезда, но приглашенный артист. После этого вот так звезды сошлись, и мы стали работать вместе. И вот на протяжении 17 лет. Высокотехничный стильный танцовщик недавно выступил как постановщик и режиссер балета по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». В клипе из этой постановки можно увидеть и обладательницу 2-го места на Евровидении 2015 Полину Гагарину. Задумка была именно эту тему сделать не из-за фильма. Мы не знали о том, что выйдет этот фильм. Просто так совпало. Когда решили сделать проект, решили сделать что-то большое и такое грандиозное, много очень тем перебрали и остановились на теме Гэтсби. Разные артисты, разные судьбы. Семья украинского танцовщика Миколы Городицкого бежала из погибающего Чернобыля в Аргентину, отдав ребенка в балетную школу. Теперь он не только лидер аргентинского балета, но и обладатель призовых мест на международных конкурсах. На нынешнем гала звучат сочинения и признанных классиков, так и создателей оригинальных композиций и саундтреков. Это Ян Тирсон, Майкл Найман или Макс Рихтер. Свое видение и у корейского хореографа Син Пэнк Ванга, адаптирующего по-своему балет «Лебединое озеро». Номер из эксклюзивной постановки представляют артисты из разных стран, которые работают в Германии. Я люблю танцевать различные оттенки и цвета характера человека. Это доставляет мне большое удовольствие. Не существует положительных и отрицательных персонажей. Все зависит от того, насколько балет в целом интересный, потому что, конечно, такие роли, как, например, Онегин в «Онегине», который поставлен по классической литературе, это одна из моих любимых ролей. На гала и авторских вечерах всегда есть место эксперименту. Приверженцы современной хореографии казанские мастера Мария и Марсель Нуриевы специально для труппы Казани предложили композицию «Сентябрь, октябрь, ноябрь» «Сон» на музыку Вивальди и Рихтера. Результатом остались довольны не только обе стороны, но и зрители. Были в голове мысли поработать именно с классическими танцовщиками. И совершенно случайно мы встретились на сцене с Нурланом, и как бы возникла вот эта вот совместная идея по поводу этой работы. Мы, наверное, себя немножко авантюристами чувствовали в этот момент. Но удивительно, с ребятами очень было легко и приятно работать. Готовы впитывать любую хореографию и открыты. Совершенно открыты к новой информации, и на самом деле есть ощущение, что им это нужно и очень хочется, и интересно, да. 28-й гала фестивального марафона поставил точку пышных и торжественных вечеров. Пока еще не до отдыха. В летние месяцы на афишу придут названия тех постановок, которые не были задействованы на нуриевских фестивалях. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир». Ну и через